осенью 2014 года по доносу одного из, скажем, недоброжелателей газеты «Казах», причем этот донос поступил от казахской интеллигенции. Потом, как об этом в 2017 году писал один из видных деятелей интеллигенции Алаш Мирякуб Дулат, этот донос поступил от Бахчана Каратаева, казахского интеллигента, бывшего депутата Второй Государственной Думы. Он под чужим именем написал донос, что якобы эта газета «Казах» проводит, скажем так, антиправительственную агитационную работу среди казахской молодежи, обучающейся в духовных учебных заведениях Оренбурга, медресе. И только после этого доноса губернатор Оренбургской области наложил штраф. То есть Ахмед Байтурсунұлы, издатель и главный редактор этой газеты Ахмед Байтурсунұлы, оказался перед дилеммой. Или он должен выплатить огромный штраф по тем временам, если исходить из того положения, когда, допустим, одна лошадь стоила там 7-8 рублей, а за 1500 рублей в того времени, царского периода, можно было издавать 3 газеты. То есть выплата этой штрафа была равносильна закрытию газеты. И Ахмед Байтурсунұлы не мог позволить подобную вещь, и он согласился, скажем, отработать этот штраф, скажем, отбыванием в тюрьме. И в это время его старший коллега Алихан Букихан срочно прибывает из Самары, освобождает. Скорее всего, здесь он выплатил этот штраф. Если Алихан Букиханов был политическим лидером народа, то Ахмед Байтурсынов, без преувеличения, был духовным лидером. Только о нем можно сказать, что это был ученый-энциклопедист. Его познания были очень обширными. Пожалуй, никто из деятелей того периода не был настолько грамотен и разносторонен, как Ахмед. А Мухтар Ауэзов впоследствии говорил о нем так. Деятельность Байтурсынова настолько многогранна и глубока, что если народ забудет его как лингвиста, совершившего настоящий переворот в языкознании, то останутся его литературные произведения. А если и это забудут люди, то школы, которые он открыл, всегда будут напоминать о нем.